И заинтересованности в инвестициях или инвесторов много. У нас, к сожалению, земли не хватает. На этой неделе состоялась большая пресс-конференция Сергея Миняйла. Глава республики подробно ответил на вопросы журналистов. Подробности через несколько минут. У нас есть много праздников, но этот, я считаю, является особенным среди них. Сегодня день осетинского языка и литературы. В школах республики прошли открытые уроки, а в прямом эфире нашего телеканала жители написали глобальный диктант. Наша задача приобщать молодежь к таким культурно-массовым проектам, чтобы они это все передавали с поколения в поколение. Симт Победы. Масштабная акция в поддержку спецоперации по защите Донбасса состоялась в селении Балта. В ней участвовали сотни человек и десятки танцевальных коллективов. Кто организовал мероприятие, расскажем в выпуске. Инвестиции, кадровая политика, туризм, образование, транспортная модель региона. На неделе состоялась большая пресс-конференция главы Северной Осетии Сергея Миняйла. На встрече с региональными и федеральными журналистами обсудили больше 20 вопросов. Подробнее о них в материале Аланы Томаевой. Кадры решают все, но, как оказалось, найти их не всегда просто. Кадровая политика главы – обсуждаемая тема. Его упрекали в том, что правительство формировалось слишком долго. Перестановки происходят и сейчас. Сергей Миняйло отметил, это нормальная практика. Это неизбежно, что кто-то будет уходить, кто-то будет приходить. В основе этой кадровой политики это подтянуть подопытных, подтянуть и молодежь. Да? Тех людей, которые потом займут эти места. И тут, естественно, естественный отбор, он неизбежен. Но это не говорит о кадровой чехарде и всему остальному. Задачи-то решаются. И задачи решаются объемно. Говорили об инвестиционных возможностях Северной Осетии. Глава не раз подчеркивал, напомнил и сегодня. У региона огромный потенциал во всех направлениях. Его видят и инвесторы. Уже больше 20 зашли или заходят в республику. Чтобы зашел инвестор, надо создать ему условия. Дать ему гарантии, да, что он реализует свой проект, никто у него ничего не отнимет. Мы эти условия создаем. И заинтересованности в инвестициях или инвесторов много. У нас, к сожалению, земли не хватает. Чем прозрачнее будут экономические взаимоотношения, отношения к инвесторам в республике, да, тем больше инвестиций мы сегодня получим. Тем привлекательнее станет республика. Вот и все. Чтобы решать масштабные задачи, нужны квалифицированные специалисты. Их в регионе очень не хватает. Проблему будут решать. План уже есть. Программы мы сегодня пересматриваем. И в некоторых наших учебных заведениях с 1 сентября, я думаю, мы введем уже другую немного специализацию. Хватит выпускать юристов и экономистов и бухгалтеров. Пора выпускать специалистов всех уровней образования, но востребованных на рынке. Был вопрос о транспортной модели региона. Глава отметил, комплексный план существенно повлияет на развитие инфраструктуры. Сейчас завершили второй этап подготовки документов планирования. Он нам покажет полностью, что нужно сделать в республике для того, чтобы получить доступное транспортное обеспечение. И понимать, что у нас очень много льготников, да, и понимать компенсации. Нам необходимо делать ЦОД, Центр организации дорожного движения, которого у нас нет. Маршрутную сеть, требования к автотранспорту и ко всему остальному. Это не значит, что мы вытесним все транспортные компании. Нет. Но останутся те, которые будут отвечать требованиям. Второй момент. Надо переходить на безналичный расчет. Надо переходить на социальную карту. Но без документов транспортного планирования мы это сделать не сможем. Мы просто потратим деньги и получим сумбур. Говорили о создании логистического хаба. Это такой центр, где выполняют весь комплекс операций по обработке грузов. О его необходимости для региона Сергей Миняйло докладывал Владимиру Путину. 2 потенциальных инвестора уже есть. Вопрос сейчас в месте его расположения. Все специалисты, которые оценивали нашу логистику, остановились на одном. Это земля рядом с конезаводом. У нас рядом аэропорт, у нас рядом подъездные железнодорожные пути и федеральная трасса. К сожалению, вот проблематика с землей. Но мы параллельно, второй инвестор уже свой бизнес-проект в принципе
предложил, не учитывая это место, вот, а немножко в другом месте. И сейчас должен представить финансовую модель. Еще на пресс-конференции стало известно, что на месте демонтированной высотки в Центральном парке создадут общественное пространство. Уже готов и проект благоустройства набережной Владикавказа. Прозвучал вопрос о судьбе дома офицеров. Сергей Миняйло рассказал, сейчас дело рассматривают в суде. В планах восстановить его исторический фасад и открыть дворец бракосочетания. Алана Томаева, Мария Кутаева. Специально для программы «В итоге». Подробнее об итогах пресс-конференции и о намеченных планах развития региона мы поговорим с нашей гостьей. У нас в студии председатель Общественной палаты Северной Осетии Нина Чуплакова. Нина Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, основные направления деятельности, которые вы отметили для себя, для Общественной палаты по итогу пресс-конференции. Ну, прежде всего скажу, что пресс-конференция была ожидаемым событием. Это всегда интересно, и прежде всего гражданскому обществу интересно из первых уст услышать о том, что сделано, о том, какие проблемы, о том, какие задачи. И я так понимаю, что наши ожидания оправдались, потому что был масштабный большой разговор, прежде всего о тех вызовах, которые стоят сегодня перед всем народом, да, в условиях той непростой внешнеполитической ситуации, которая сейчас во всей нашей стране. И совершенно мы солидарны с главой республики Сергеем Ивановичем Миняйло о том, что нынешние вызовы требуют от всех, и от органов власти, от всех ветвей публичной власти, и от гражданского общества, прежде всего понимания того, что происходит, адекватного реагирования и солидарности, сплоченности. Это чрезвычайно важно для нас, как для Института гражданского общества и для всех институтов гражданского общества, быть солидарными в достижении тех больших задач, которые стоят перед нами. А какие эти задачи? Был глава очень информативен, рассказывая о них. И, естественно, я бы отметила прежде всего задачи экономического развития нашей республики, социального развития, привлечения инвестиций и, конечно, те задачи, которые связаны со сплочением общества, с необходимостью внутри себя выдвигать те кадры, и молодые, и кадры опытные, потому что о кадровой политике Сергей Иванович очень подробно говорил, объясняя те процессы, которые сегодня происходят. То есть общество может также использовать социальные лифты для того, чтобы привносить в управленческий процесс тех людей, которые себя успешно зарекомендовали, в том числе и на общественной работе. Говоря о социально-экономическом развитии региона и, в частности, о привлечении инвестиций в Северную Осетию, как вы считаете, почему в последнее время наша республика стала такой популярной среди инвесторов? Это очень хорошая тенденция, я могу только приветствовать ее, потому что привлечение инвестиций – это один из главных показателей успешности деятельности и руководства республики, и тех учреждений, предприятий, финансовых институтов, которые все в целом и способствуют этой серьезной проблеме, решению ее. Ну, здесь прежде всего я отметила бы очень уверенную экономическую и финансовую политику, которая у нас проводится. Что имею в виду? Прежде всего, вот наш бюджет республики, консолидированный бюджет, он составил более 53 миллиардов рублей за прошедший год. Это очень большая цифра, и такого уровня бюджетного обеспечения мы никогда не имели. Следующий важный показатель в этом же ключе – это то, что порядка 40% консолидированного бюджета составили наши собственные, собранные на территории республики налоговые и неналоговые поступления. Это тоже качество, хорошее качество работы. И почти на 16% мы сократили свой долг. То есть инвесторы все отслеживают. Им интересен
И наш регион, поскольку он стратегический регион, у него замечательные развязки, да, это и военно-грузинская дорога, у нас есть аэропорт, у нас есть железнодорожные хорошие пути. То есть это все те условия, которые тоже привлекают инвестиции. Но самое главное, это, конечно, создание хороших условий для инвестора. Какие это условия? Они должны быть ясные, прозрачные и гарантирующие инвестору, что он не понесет здесь каких-то форс-мажорных обстоятельств. Такие условия созданы. И вот та цифра инвесторов, 20, да, называл Сергей Иванович, она, конечно, серьезная, эта цифра, и я думаю, что вот эти ясные условия инвестирования, то есть, ну, не буду их повторять, основные темы какие: экономика инвестиционного проекта, финансовое обеспечение инвестиционного проекта, условия регистрироваться именно у нас в республике. И, конечно, не только инвестор должен сам зарабатывать деньги, как любому инвестору это и положено, но и создавать какие-то преференции, какие-то социальные условия хорошие, достойные для жителей нашего региона. Все открыто. Поэтому я надеюсь, что вот такая ясность тоже стала этим плюсом. Скажите, пожалуйста, на пресс-конференции Сергей Иванович не только говорил о планах на будущее, но и подводил какие-то промежуточные итоги работы. Как вы, вот, Общественная палата, как оценивает его работу на посту руководителя региона и ваше с ним сотрудничество с руководством республики? Ну, я должна сказать, что у Сергея Ивановича огромный опыт не только государственного управления, но он активно и хорошо знает и общественные институты. И мне было очень приятно это осознавать. И Сергей Иванович вот в первые дни, в первый месяц своей работы был у нас в Общественной палате в гостях. И тот объем задач, вопросов, проблем, которые мы тогда обсуждали, свидетельствовал, ну, вот на 100% о том, что Сергей Иванович готов к сотрудничеству с гражданским обществом, и он это демонстрирует на протяжении прошедшего года. То есть мы, естественно, Общественная палата, как консолидирующий орган институтов гражданского общества, мы понимаем и видим, что работа, которую проводит руководитель республики, вот в этих сложных условиях, да, и пандемийный год был, и сейчас военная операция, мы видим, что эта работа системная, результативная, и эта работа нацелена на то, чтобы жителям нашей республики жилось лучше. Он же так и сказал, вы помните, когда задавали ему вопрос, а не уедете ли вы? Он сказал: это мой дом, и я хочу, чтобы в нем было тепло, светло, уютно. То есть абсолютно ясный ответ, который мы только можем поддержать своей работой, своим вот таким солидарным отношением к работе на всех уровнях власти и общественности. Скажите, пожалуйста, Нина Владимировна, в начале разговора вы затронули тему внешних экономических санкций, которые введены против России. Вот на фоне вот этих вот санкций ведете ли вы какую-то работу с населением, или, может быть, люди или организации обращаются к вам и возникают вопросы того же повышения цен на какие-то продукты или перебоев с поставками тех же продуктов или медикаментов? Вот как Общественная палата работает в этом направлении? Да. Эта работа очень важна, и у нас работает телефон горячей линии. Были звонки, были вопросы, связанные с тем, что необоснованно повышены цены на те или иные продукты, товары. Хотя скажу, что и Министерство экономического развития нашей республики совместно с предпринимателями, с владельцами крупных сетей договорились, были приняты соглашения или о стабилизации торговой наценки на какие-то продукты особо важные, первой необходимости, или минимизации ее, или вообще, чтобы без наценки продавали. То есть власть со своей стороны пыталась предпринять все меры для того, чтобы не повысить вот эти цены. Мы со своей стороны, значит, тоже и ходили, и ходим, и проверяем. И обращение к предпринимателям выпустили с просьбой, что
не надо подрывать свою репутацию, наживаясь вот в тяжелые времена на простых людях, которым и так тяжело. То есть все меры, которые в наших возможностях есть, мы, конечно же, используем. И сотрудничество с ФАС, и с Министерством экономического развития, и просто наши рейды в рамках общественного контроля. Ну, то есть роль Общественной палаты, она как-то изменилась вот в связи с таким положением нынешним в мире? Роль Общественной палаты неизменна. Роль Общественной палаты – это стоять на страже интересов граждан, чтобы власть слышала граждан, гражданское общество посредством Общественной палаты, общественных советов. А общественные советы у нас есть при каждом министерстве и ведомстве. Общественные советы есть у нас в каждом районе. То есть вот сама структура Общественной палаты, она достаточно разветвленная. И то, что мы делаем, допустим, на уровне Общественной палаты республики, аналогичная работа ведется и в министерствах по общественной линии, и в районах. То есть у нас общественный контроль наш, он предполагает выявление нарушения и рекомендацию соответствующим органам власти, ну, допустим, Федеральной антимонопольной службе или каким-то другим органам, принять меры к исправлению тех нарушений, которые общественники выявили по своей проверке. Скажите, пожалуйста, сейчас и в ближайшем будущем, что в планах у Общественной палаты и какие проекты будут в приоритете? Ну, вы знаете, вот сейчас у нас планов достаточно много, но самое главное – это оказать помощь тем людям, которые оказались в сложном положении. Вы знаете, что у нас сейчас достаточно большое количество беженцев, которых мы приняли из республик из Донецкой, из Луганской, Донецкой республик. Мы постоянно с ними на связи, мы оказываем им помощь, самую разную, и материальную, и продуктовую, и какую-то, ну, любую помощь, которая касается и трудоустройства, и обучения деток. И я должна тут сказать большое спасибо и всем нашим общественным организациям, и молодежным нашим организациям, и благотворительным фондам. Вот «Быть добру», Амуркузов, член Общественной палаты. То есть у нас эта работа идет под непрерывным, не то что контролем, мы уже стали частью вот этих семей, мы настолько с ними и породнились, и общаемся с ними, и одеваем их, и разные услуги там им оказываем. Это первая и главная задача. Ровно так же мы стараемся относиться и к нашим ребятам, которые лечатся здесь, в нашем госпитале Владикавказском и в Моздокском госпитале, потому что им необходимо не только лекарства, не только какие-то средства, там, гигиены и так далее, участие, разговор, общение, психологическая помощь. Концерты наши ребята ездят, вот наши, особенно российское движение школьников, Красный Крест и так далее. То есть это такая многомерная работа, вот, которая сегодня направлена именно на острие вызовов этих. И это, я считаю, что это для нас самое главное сейчас. Но никто, конечно, не отменял и нашу другую работу, связанную и с сохранением духовно-нравственных ценностей. Это очень важно сейчас. Мы видим, какие отвратительные фейки выбрасывают сейчас в СМИ, больше всего в интернет. У нас большой пласт работы связан с разоблачением, с развенчанием этих фейков. Это тоже серьезная, большая работа, которую мы ведем. И, конечно, нам очень важно, чтобы мы были едины и солидарны вот в этот момент, чтобы мы никому не дали права сказать какие-то гадости, извините, в адрес нашей истории, наших ветеранов, нашей Великой Победы. И
это получается. Вы же видели, как прошел бессмертный полк, вы видели, как прошло празднование 9 мая. То есть это все то, что дает веру и надежду, что все то, что делали наше великое поколение победителей, мы сохраним. И у нас сейчас прекрасные молодые ребята есть, которые как раз вот организованы в различные общественные организации. Их море, их порядка 900. Большинство из них вот эту высокую планку и патриотизма, и сохранения духовно-нравственных ценностей держит. Вот для нас это очень важно. Вы видите, в других регионах, да, кто-то уехал, кто-то из-за границы говорит всякие глупости. Вот уехали и уехали. Забыть. То есть сейчас вот час X, да, вот время правды. Время поступков. И я надеюсь, что если мы вместе, вот наше общество гражданское, и молодые, и те, кто зрелые, поможем власти в том, чтобы она выполнила те задачи, которые перед ней стоят, то мы не просто победим, а мы убедительно победим. Потому что Россия такая страна, которую победить невозможно. Спасибо большое, Нина Владимировна, что нашли время и пришли сегодня к нам. Вам спасибо большое. А я напомню, у нас в студии была председатель Общественной палаты Северной Осетии Нина Чеплакова. К другим новостям. Сохранение и развитие родного языка. Именно для этого еще в 2003 году учредили праздник День осетинского языка и литературы. С тех пор его ежегодно отмечают 15 мая. Дату тоже выбрали не случайно. Подробности в материале моих коллег. Отмечать День осетинского языка и литературы по традиции начинают с возложения цветов к памятнику Костахи Тагурову. Дата связана с выходом книги «Ирон Фандер» в 1899 году. В пантеоне Осетинской церкви руководство республики, школьники, студенты и учителя. Ребята прочитали стихотворения классиков. Сергей Миняйло обратился к участникам на родном языке. Ирон литература, ирон вжак, коштай, ахашканы коштай фазошта. Мабон мах коштаен, моя фадл ирон вжак, хаждачи котта, удонан бужных зура. На фадл тайн бажади, вжак, ирон вжак, кажнага вжак, рашур вжак, рашур дагдау, рашур литература, моя хуамах на каштатам хатсаканам. Глава республики наградил лучших учителей осетинского языка и литературы. Почетные грамоты и благодарственные письма получили 13 педагогов. Сергей Миняйло поблагодарил их за работу и отметил, насколько важен их труд. Каждый человек, наверное, выбирает свою профессию, задумываясь о том, а что же меня ждет в будущем. А в будущем меня ждет все-таки, наверное, любовь детей. Я всегда им говорю, вы можете забыть какие-то грамматические основы, что-то с литературой, что-то связанное. Но то, что я всегда говорю своим детям об Осетии, о культуре Осетии, о традициях Осетии, конечно, это дети не забывают. Учителей осетинского языка и литературы поздравил и Борис Джанаев. Выразил слова искренней признательности педагогам, отметив неоценимый вклад в сохранение и развитие осетинской культуры. Спасибо вам за преданность, патриотизм, за неравнодушие к воспитанникам, которые учат ценить свои корни и свою культуру. А наша самая главная задача руководства республики – создавать комфортные условия для процесса обучения. И поэтому эти вопросы решаются. Принципиальный вопрос увеличения заработной платы педагогов. Главой республики Сергеем Ивановичем Миняйло поставлена соответствующая задача. По его поручению в текущем году на эти цели выделено почти 330 миллионов рублей. И такая динамика будет продолжаться. С целью мотивировать учителей родного языка и литературы к разработке интерактивных технологий ежегодно проводят конкурс «Лучшая методическая копилка». Инициатор – Институт повышения квалификации работников образования. Конкурс состоит у нас из 2 этапов – заочного и очного. По итогам заочного этапа были определены участники очного. Их всего 9 учителей. Они из разных районов нашей республики. И, конечно же, стаж работы у них колоссальный. В своем портфолио они имеют большие достижения, как достижения обучающихся, так, конечно же, и педагогические.
В рамках празднования во всех школах республики прошли открытые уроки. Интересные факты из истории языка и этапов его развития узнали и ученики 29-й школы Владикавказа. Мероприятие посетили представители партии «Единая Россия», подарили портрет Костахи Тагурова и книги. В неделю бывает 3 урока. 2 урока литературы, 1 языка. Готовимся постоянно, с удовольствием. Люблю эти уроки, потому что на них мы говорим на моем родном языке. У нас есть много праздников, но этот, я считаю, является особенным среди них, так как он сохраняет наш язык, и мы должны помнить о нем. Глобальный диктант по осетинскому языку в этом году написали почти 5500 человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Акцию проводят уже 10 лет. Трансляция прошла в прямом эфире телеканала «Осетия-Ирыштон». Участвовали школьники, студенты, педагоги и все желающие, а еще осетины, проживающие за рубежом. Ирыштон на кувандун, на сараншах, на удлаон, не в шарм, на мат, ама на катай. Осетинский язык – хранитель духовной культуры, основа самоидентичности, принадлежности к уникальному национальному коду. И сегодня стоит важная задача – сохранить и развивать его для будущих поколений. Фатима Дзадзоева, Мария Кутаева. Специально для программы «В итоге». Минздрав республики и Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Вакулева будут тесно сотрудничать. Московские врачи с 2018 года проводят выездные консультации. На этой неделе в детской республиканской клинической больнице команда из 6 докторов осматривала маленьких пациентов. Зара Соколова продолжит тему. После обследования и ультрадиагностики сердца мама Акима Сафонова Наталья внимательно слушает рекомендации профессора. Попасть к нему на прием она хотела давно. Двустворчатый артериальный клапан у ее сына обнаружили в 5 лет. Доктор объясняет и успокаивает. Патологию выявляют очень часто. Многих она не беспокоит и до старости. Важно ежегодно проходить плановое обследование. Большая практика, я видела очень много врачей, видела очень много центров на очень высоком уровне. Это просто профессионал, потому что мне есть чем сравнить. И человек очень грамотный, очень открытый, очень доброжелательный и, видимо, серьезный профессионал. Нам понравилось, потому что он прямо вот так зорким взглядом увидел, оценил и возраст, и особенности моего ребенка, и ободрил. У него такая жизненная позиция очень положительная, и он очень проницательный человек. То есть я считаю, что его уровень высочайший. В очереди за квалифицированной помощью десятки людей. О том, что бакулевские специалисты будут проводить прием, жители заранее оповестили участковые врачи. За пару часов обследовали больше 30 детишек. Педиатр нас известил о том, что сегодня будет здесь консультация, и поэтому мы приехали на обследование очередное. А так у нас ребенок прооперирован. Очень хорошие врачи, все внимательные специалисты, грамотные. Спасибо им за их профессионализм. Выездная группа приехала в республику в 4-й раз. В нее входят руководители клинических отделений центра, доктора медицинских наук и специалисты высочайшего класса. По их словам, главная задача – подтвердить либо исключить диагноз. Всем, кому требуется хирургическое вмешательство на сердце или сосудах, приглашают в Бакулевский центр в Москву. Республику мы знаем, соответственно, у нас за эти 4 выезда накопилось не менее 80 больных, которые были прооперированы в нашем институте. Поэтому мы уже поезжаем сюда как к родным, к тем детишкам, которые были нами прооперированы. Слава богу, произошло без каких-то происшествий, либо каких-то тяжелых осложнений. Поэтому мы едем уже как к своим и принимают нас здесь как свои. В среднем ежегодно обследуют около 200 больных. Прием на базе детской республиканской клинической больницы будет проходить 3 дня. Зара Соколова, Заур Кудзаев. Специально для программы «В итоге». За 2 года в Северной Осетии капитально отремонтируют 63 школы. На это республике выделили рекордные 3,5 миллиарда рублей. Обновят и материально-техническую базу. Ученикам создадут комфортные и современные условия для учебы. Мои коллеги побывали в школах Владикавказа и Ардона и узнали, на каком этапе работы. Новое отопление, облицовка, замена электрических сетей – это лишь часть запланированных работ. 14-я школа давно нуждалась в капитальном ремонте. За все время своего существования такого глобального капитального ремонта не было. И, конечно, очень приятно, что на эту проблему обратили внимание. Все работы идут по плану. Мы очень надеемся, что школа преобразится,
что примет современный вид, современные условия будут обеспечены для обучающихся. Обновят и материально-техническую базу. Теперь учиться будет намного комфортнее. Работы планируют завершить в конце октября. Сами видите происходящее. Тут все пока еще в процессе демонтажа и будут меняться практически все. Электрика, она уже закладывается поэтапно. Вот, начинаем с 3-го этажа и так будем опускаться до 1-го. Естественно, будет меняться абсолютно все, кроме как крыша. Крыша у нас как бы менялась, она нормальная, в хорошем состоянии. Часть какие-то будут, может, и демонтироваться. Школа должна представлять из себя как бы современный тип школы. Такой же объем и в 24-й школе. Сейчас строители снимают старую штукатурку. Здесь отреставрируют лестницу, частично заменят перегородки. Столовая станет больше, а библиотеку перенесут в другое помещение. Обновят и спортзал. В школах подрядчиками довольны. Бригады работают ежедневно. Темп работы на данный момент пока отличный. Даже с опережением идем. На самом деле молодцы вот бригада. От демонтажников они работают очень хорошо. Приехала уже штукатура, уже готова бригада электриков здесь. Они уже с завтрашнего начнут электромонтажем заниматься. А после них уже вот бригада штукатуров. А в Ордоне отремонтируют сразу несколько школ. Масштабную реконструкцию проведут в первой. Она самая большая в городе, поэтому ремонт займет около 2 лет. Здесь решили не переводить детей в другие учреждения. Мы обучаемся в очном режиме, поскольку ремонтные работы осуществляются по блокам. В данный момент идут ремонтные работы в спортивном зале и в 4 учебных кабинетах. Поэтому это никак не мешает учебному процессу. Одна из самых основных таких проблем – это отопление. У нас вот именно в том блоке, в котором сегодня ведутся ремонтные работы, он у нас был неотапливаемый, там было очень холодно. Именно вот с этой территории начался капитальный ремонт. Работы контролирует руководство республики. На объекты регулярно выезжает премьер Борис Джанаев. В программе его поездок по районам прежде всего именно объекты образования. Он сам лично контролирует. Разработана специальная маршрутная карта, созданы оперативные штабы, которые периодически, методично рассматривают вопросы организованного начала ремонтных работ и, собственно говоря, их текущего периода. Школу ремонтируют по федеральной программе. Северная Осетия в 5 регионов по объему выделенных средств. Это 3,5 миллиарда рублей. Всего за 2 года в республике капитально обновят 63 школы. Валерия Кузаева, Хэта Гапоев. Специально для программы «В итоге». В Северной Осетии построят спортивно-оздоровительный центр с привлечением частных инвестиций. Работу планируют начать в следующем году. Республика станет первым регионом в СКФО, в котором реализуют подобный проект. Цель – приобщить как можно больше жителей к здоровому образу жизни. Продолжит Сабина Гатагова. Тренажерный зал, массаж, кроссфит, детский фитнес, восточные единоборства и самые современные условия для здорового образа жизни. Все это в одном спортивно-оздоровительном центре. Его площадь впечатляет – 6000 квадратных метров. Проект создаст доступную инфраструктуру для массового спорта в шаговой доступности. Задача тоже масштабная. К 2030 году приобщить к спорту 73% трудоспособного населения. Есть возможность создать условия для наименее защищенных категорий граждан, в первую очередь это дети из малообеспеченных семей, инвалиды, это жители города старшего поколения, которые будут получать эту услугу совершенно бесплатно в виде социальной нагрузки на предпринимателя. Сергей Миняйло поддержал федеральный проект «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Задача – создать современную доступную инфраструктуру массового спорта с привлечением частных инвестиций. Глава региона, в свою очередь, отметил, важно создавать условия для эффективного сотрудничества в этой сфере. Радует то, что вот такое приоритетное направление, да, как физкультура и спорт, развивается с точки зрения или с позиции государственно-частного партнерства. Я считаю, что нам со своей стороны, это органам власти, тоже надо посмотреть, как совместно это делать. Потому что для того, чтобы инвестор вкладывал деньги в развитие этого направления, да, для него должны быть созданы определенные условия.
Договор на строительство объекта подписали на совещании государственно-частное партнерство в спорте, новые условия для развития малых и средних предприятий в социальной сфере, президент Ассоциации инвесторов России в сфере физической культуры и спорта «Прорыв», учредитель компании «Кливер Спорт» Евгений Вайнер и гендиректор ООО «Интурист Осетия» Вадим Бердиев. Сабина Гатагова, Аслан Тебиев, специально для программы «В итоге». Сейчас реклама, после продолжим выпуск. Мы продолжаем выпуск. Завод «Токар» уже 25 лет производит добавки к бетону. За это время предприятие вышло на международный уровень, а качество продукции ничем не уступает лучшим мировым аналогам и даже превосходит их. В планах расширить производство. Для этого заводу необходима господдержка. С рабочим визитом на предприятии побывал премьер Борис Джанаев. Слово Фатиме Дзадзоевой. На заводе «Токар» уже 25 лет производят уникальные добавки к бетону. Их применяют при строительстве гидротехнических сооружений, многоквартирных домов или укрепления берегов, любых конструкций, которые контактируют с водой. Бетон с такой добавкой не нуждается в гидроизоляции. Совокупность этих качеств, которые есть у нас, нету ни в одной добавке. Наша добавка еще прочность повышает. Значит, можно либо снизить расход цемента, либо при одном и том же расходе цемента вы получаете бетон более высокой прочности. Добавка D5 облегчает строительство, делает его дешевле. Качество соответствует лучшим мировым аналогам, а по некоторым показателям даже превосходит их. Сегодня вас знают практически, можно сказать, и в других странах. Поэтому достижения, еще раз повторюсь, есть. И всяческая задача сегодня в нынешних реалиях вас поддержать, помочь. Спасибо. Да, и оказать всякое содействие, чтобы предприятие функционировало достойно, развивалось и представляло, значит, те интересы, которые сегодня представляет на многих площадках. Производство полностью автоматизировано. Современный станок высчитывает дозировку компонентов самостоятельно. Их смешивает специальная мельница. Все сырье и оборудование российское. Пульт управления мельницей. Компоненты, вот наверху видите, 2, 3, 4, 1, там находятся компоненты. Они здесь перемешиваются и поступают в мельницу. Мельница перемалывается еще раз и оттуда уже поступают на фасовку. Нажал, набрал все, что надо, и дальше просто следить. Уже через 20 минут после пуска аппарат производит 1200 килограммов добавки. Сегодня, когда иностранные компании уходят с отечественного рынка, предприятие запустило новое экспериментальное производство. И разработали новую технологию получения пенобетона с улучшенными характеристиками. Это материал, за которым большое будущее. Запас мощности завода позволяет увеличить количество продукции почти в 4 раза. Но для массового производства пенобетонных блоков и ремонтных смесей нужна технологическая линия. Мерами господдержки компания «Токар» пользуется давно. Микрозайм есть по линии фонда микрокредитования. И мы сопровождаем по экспортному центру все мероприятия, выставки, разработка документации. В дальнейшем, если нужна будет такая поддержка, мы будем оказывать. Но на покупку нового оборудования нужны дополнительные средства. Сегодня у промышленных предприятий есть новые возможности. Северная Осетия на 250 миллионов рублей докапитализирует фонд развития промышленности за счет федеральных средств. Помимо этого, в условиях складывающихся экономических факторов разработана специальная мера поддержки в части субсидирования действующих оборотных кредитов. Наш фонд развития промышленности может предприятиям, у кого есть на сегодняшний день действующие кредиты, целевые, оборотные, либо он планирует их получить, возместить до 90% от процентной ставки, по которой этот кредит получен. Компания «Токар» всеми этими мерами поддержки также может воспользоваться. Помимо этого, на сегодня мы проговорили с руководителем о необходимости получения льготного займа в фонде микрофинансирования. Здесь небольшие суммы до 5 миллионов могут получить вот такие действующие предприятия, которые показывают положительный баланс и обеспечивают займ залогом. Так, промышленные предприятия республики смогут получать займы по фиксированной процентной ставке 1,3%, а это позволит обеспечить рынок нужным и качественным продуктом. Фатима Дзадзоева, Игорь Войцеховский. Специально для программы «В итоге».
Команда профессионалов, влюбленных в свое дело. Так о себе говорят сотрудники компании «Снежная королева». Там производят, пожалуй, любимое лакомство всех детей – мороженое. В апреле на предприятии начался очередной рабочий сезон. Несмотря на экономические санкции, компания планирует расширить географию поставок. Все потому, что руководство изначально сделало ставку на отечественное сырье. Об интересном производстве в материале Валерии Козаевой. Всего за несколько секунд пакет наполняется сливочным лакомством, а дальше отправляется в камеру шоковой заморозки. Температура в ней минус 40 градусов, чтобы мороженое не кристаллизировалось и не потеряло вкус. За качеством продукции на предприятии «Снежная королева» следят строго. Здесь производится всеми любимое эскимо. Процесс полностью автоматизирован. Сначала жидкая смесь поступает в дозаторы. За один круг барабана она остужается, а дальше ее погружают в шоколад. Затем идет упаковка и продукт готов к отправке. 160 видов мороженого и 8 линий производства. Это немецкое. На ней можно одновременно делать сразу 2 вида, а значит значительно ускорить процесс. Активно используют на фабрике и отечественные линии. По мощности и надежности они ничем не уступают зарубежным аналогам. Процесс отлажен до мелочей. Каждый знает свою функцию. Одни работают на линии, другие фасуют, упаковывают, следят за оборудованием. А еще здесь практически не бывает брака. На фабрике 4 цеха. В 3 делают мороженое, а в 4 выпекают вафельные стаканчики. Раньше делали стаканчики вручную, автоматы были. А сейчас уже вот работаем на печах, работаем именно вот, чтобы качество было, вкусно было. Ну, в общем, девчонки все стараются. Производство сами делаем, тесто делаем сами выпекаем. С 2004 года «Снежная королева» разрабатывает свою особую рецептуру всеми любимого мороженого. С каждым годом производство набирает мощности и уже составляет конкуренцию крупным игрокам на рынке. Сейчас готовы выпускать до 30 тонн в сутки, и это не предел. Но при любых оборотах в приоритете качества. Вся продукция отвечает ГОСТу, за составом следят строго. Мороженое особенно любят дети, а значит степень ответственности наивысшая. Сейчас его поставляют даже в самые отдаленные регионы страны. В планах расширить географию и выйти на международный рынок. «Снежная королева» – это динамично развивающаяся молодая компания. Постепенно расширяем свой ареал продукции. Сегодня продукция «Снежной королевы» поставляется в 19 регионов нашей страны и даже охватывает некоторые близкие зарубежные страны, например, в Абхазии, Южной Осетии. Нами ведутся переговоры о поставке нашего мороженого в Китай и в Республику Армения. С самого начала компания сделала ставку на отечественное сырье и не прогадала. Санкции не отразились на работе предприятия. Сейчас «Снежная королева» начала новый сезон. Он стартует в апреле и в этом году может оказаться особенно удачным. Многие зарубежные компании ушли с рынка, освободив места для местных производителей. Валерия Козаева, Давид Битиев. Специально для программы «В итоге». Скромность и грация тесно переплетаются в национальном танце «Симт». Больше 20 лучших коллективов Северной Осетии объединились в едином круге в поддержку специальной операции по защите Донбасса. Это одно из самых массовых исполнений. Красотой древнего танца насладилась и моя коллега Алина Цгоева. Чтобы показать эту красоту и грацию в таком составе, они часами репетировали у себя в танцевальных залах. 500 человек, 20 коллективов и только одна попытка сделать все идеально. Массовый танец «Симт» в Балте – это про культурное наследие и способы его сохранить. Наша задача приобщать молодежь к таким культурно-массовым проектам, чтобы они это все передавали с поколения в поколение. С района все лучшие коллективы, городские лучшие самодеятельные коллективы, они принимают участие. Самые лучшие. Мы отбирали самых-самых. Это те самые лучшие коллективы, которые своим участием еще и показывают, как они поддерживают страну. На груди у каждого танцора георгиевская лента как неотъемлемая часть «Симт до победы». И для тех, кто танцует, и тех, кто руководит. Это сегодня крайне важно. Принимаю за честь принять вот в такой акции, культурно-патриотической акции, в поддержку прежде всего российского президента,
во-вторых, вооруженных сил, и как бы не только вот поддержка, а вдохновение. Место танца выбрали не случайно. В селении Балтай есть святилище. Именно там эту акцию организаторы и решили провести. Для ребят такое массовое мероприятие стало первым опытом, хотя многие из них танцуют не один год. Ориентироваться на площадке, где работают 20 человек, это одно. И совсем другое, когда их 500. Как-никак, не 24 человека. И на такую большую массу людей надо очень сильно готовиться. Суетимся на самом деле. И не только наш ансамбль, и другие ансамбли, я уверен, тоже есть такой небольшой мандраж, что в какой-то момент кто-то что-то неправильно сделает. Массовое исполнение народных танцев в республике проводят давно. Обычно это касается праздников или фестивалей, но впервые стала акцией в поддержку страны и президента. И многие ребята верят, что совсем скоро они станцуют еще один щит победы. Алина Сгоева, Давид Битиев. Специально для программы «В итоге». Это были все новости минувшей недели. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.